В эфире выпуск новостей в студии Лева Катаева. Здравствуйте. Сначала коротко о главных событиях дня. Герой Белого Солнца в пустыне принимает поздравления. Мусе Дудаеву 75 лет. Знание одного джуза Корана и желание продолжить обучение. Главные условия для победы. Кто достоин стать учеником Урус-Мартановской школы хафизов? Теперь каждый кубометр будет на счету. Да будет газ. На Урском районе заработала газораспределительная станция. Отдых, обернувшийся трагедией. Чтобы поднять мальчика, перемешивают дно, и по всему периметру выставлены посты. Сколько жизней прервалось с началом купального сезона? Его карьера в кино началась с фильма «Белое солнце пустыни». Двойной юбилей отмечает народный артист РСФСР Муса Дудаев. 75 лет со дня рождения и 50 лет творческой деятельности. Поздравить юбиляра приехал и глава республики. 75-летие со дня рождения и 50 лет творческой деятельности. Муса Дудаев – юбиляр. Народного артиста РСФСР зрители помнят по его знаменитым ролям. Это герои трагедии Шекспира, Ричард III и король Лир. Также Муса Дудаев занимался переводами пьес русских и зарубежных авторов на чеченский язык. Я, конечно, безмерно благодарен. И мне такое ощущение, что я этого не стою, я не заслужил столько. Но люди добрее меня, люди благодарнее. И я им благодарен, я им низко кланяюсь. Но это... И в то же время, когда я в день пройдусь по улице и один-два раза меня не заметят, я уже чувствую себя плохо. Привык я. Чествовать виновника торжества в Русском драматическом театре имени Лермонтова. Поздравить юбиляра в Грозный съехались представители творческой интеллигенции и коллеги по цеху со всего Северного Кавказа. Поздравил артиста и глава региона. Рамзан Кадыров отметил огромный вклад Мусы Дудаева в развитие чеченской культуры. Dokku diisumsen voi öödökin tuon muussa läsääsi on tuon digni schwast dos ta'al punktiga doha bala doona bok schwast tuon ilsiros doona dokku awel aadona dokku doona dig belos be dokku doona ekos bolchan doona dakhal yaqreetna akhlu ahtu doona eich doona tatil lala doona sabika was ma'al doona Sadon, Rale, Juiz, Döppelet, Ranga Belsi, Sjåkon, Abelsi, Dona, Jöfra, Lajos, Schwarzhahn, Lajos, Doskot, Meta, Ärade, Dona, Sjåat, Kultur, Halaene, Tosendos, Närdon, Råtan, Dina Ärläs, Foto, det Radon, Schutzadelat, Dona, Sabo, Maupa, Dona, Schuttadelat, Schiller, Dona, Diese, Ton Machad, Dona, Historie, Inskobeli, Lesdon, Muslimadon, Döndos, Sjåkon, Gizchaat, Dona, och jag historia är ju det var bort hon är ju jobbar på så jag historia för det då. Där var då coach Schumacher då alltså på det här coach då. Här coach det chatta då jag ska det från där då var och då det kan vara så här där är det familj eller bara måste gå och skulle bo då. Så det var det måste vara det var det som bo då. Här då det där och أجمع دوران زن أجمع دور كلاشي خلاص عايز بس خمس خطوات ولا ثلاث بس طبعا وأنا قاعد نسيخ بعض شو بيعمل بعض لحم بعض على شو صفر دي طاقة وتطلع يش تطلع عادي قاعد مون شلون والله مخفي دون مثلا يعيش الله لا تطلع وين لا وش ولا وين لا يسعد مريض ولا مثلا
Передав почетному гражданину региона слова благодарности от всего чеченского народа, Рамзан Кадыров вручил юбиляру высшую награду Чеченской Республики – Орден Кадырова. Также от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Аджи Кадырова передал ему ключи от автомобиля. Указ главы Чеченской Республики. За выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Чеченской Республики, высокопрофессиональное мастерство, получившее призвание и широкую известность Чеченской Республики и за ее пределами, и в связи с 50-летием юбилеем творческой деятельности награждается орденом Кадырова Дудаев Муса Абдиевич, актер Государственного драматического театра имени Хампасына Радилова. А также вручаются от общественного благотворительного фонда имени Ахмата Аджи Кадырова ключи от автомобиля Land Cruiser 200. Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Муса Дудаев не только актер театра. Его карьера в кино началась с фильма «Белое солнце пустыни». Всего он снялся в 26 картинах. Поздравления с юбилеем приходят со всех концов России и за рубежа. Теплые слова в адрес артиста звучали сегодня весь вечер. Поздравил его и министр культуры Дикало Музакаев. Среди поклонников творчества кавалера ордена Кадырова не только жители Чеченской Республики. Сегодняшний твой юбилей – это не твой юбилей. Это юбилей твоего народа, который тебя вырастил на этой земле, одарил тебя талантом для того, чтобы в последующие все годы ты с благодарностью обращался к своему народу. В этом твоя честь, в этом твоя гордость и самое главное – гордость и честь твоего народа, который тебя возродил. После официальных речей и поздравлений перешли к концертной программе. Свой зажигательный танец зрителям представили солисты государственного ансамбля «Войнах». Также здесь исполнили песню на стихи Мусы Дудаева. Муса Дудаев родился в селе Эльстанжи Веденского района. Он был 7-м ребенком одного из основоположников современной чеченской литературы Абди Дудаева. Школьные годы Мусы в основном прошли в казахских степях. Вернувшись в 1956 году в ЧССР, он окончил среднюю школу и был направлен на учебу в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Окончив актерский факультет этого вуза, в 1962-м поступил в труппу театра имени Нурадилова. Рамзан Ахматович, очень трудно подобрать надлежащее слово, чтобы сказать благодарность проявить по отношению к вам, к вашему роду, к вашему дому. Я клянусь, ни один из руководителей Советского Союза, царской России, современной России не сделал того, даже в одной области, что вы сделали во всей республике и по России, в частности, если взять за свое короткое время. Поклонники творчества Мусы Дудаева долго не отпускали актера даже после завершения вечера в честь 75-летия. Несмотря на свой возраст, Муса Дудаев еще полон сил творить и радовать ценителей искусства. Фатима Магомшарипова, Муслим Типаев и Дауд Куруев. Новости. Школа хафизов в Урус-Мартане готовится принять первых учеников, а пока ведется строгий отбор будущих муталимов. Желающих стать хранителями священного писания много, поэтому прием ведется на конкурсной основе. Для Рашида Идеева сегодняшний день начался не так, как обычно. Услышав о наборе учащихся в Урус-Мартановскую школу хафизов, мальчик, как и сотни его ровесников, решил попробовать свои силы в знании Корана. Уже в августе текущего года учебное заведение имени Харуна Алаудинова сможет принять первых учеников. По словам помощника главы Чеченской Республики и директора образовательного учреждения Хасайна Кадырова, огромный поток желающих заставил провести отбор ребят на конкурсной основе. Чтобы принять в нем участие, нужно знать хотя бы азы.
القرآن خبنات يورش تحجز دق خوش خلويت الدقيقين دو يهون ديش دو ألشي هو حجر ستاتوس وواش ايت ايش سنولا البشتر واخاين خان دقيا ايز خان دقسه رحمه بدقت دين بلش بوش قيش حاشي ما ويت دقه حجش كحيوخش ما تكشبو اتسر حبالين دول بيرش دوت اقصن ديلا سرازا بوخ حجر بعض عبولو تانا شي ويبوس كان وين اتخل دق ملا حافظ تشيخ واقيش خلي خوي. Знания ребят проверяют опытные преподаватели. Один из них – Магомед Саралиев. В республике много талантливых детей, признается он, но с ними надо работать. К конкурсу 8-летний Абдулла Шаипов подготовился основательно, и даже самое строгое жюри его теперь не страшит. Он тверд в намерении стать хафизом. Строительство школы хафизов в Урус-Мартане было завершено в кратчайшие сроки. Она рассчитана на 100 учеников. В здании учебный корпус, общежитие, мечеть, тренажерный зал и столовая. Юные муталимы смогут изучать священный Коран в хороших условиях. Открытие школы уже в ближайшее время станет большим событием в жизни жителей республики. Элина Халидова, Руслан Дубаев, Ибрагим Налаев. Новости. Газоизмерительная станция заработала в Наурском районе. Отныне за голубое топливо республика будет платить по самым точным расчетам. Новая станция оснащена современным оборудованием. С ее помощью можно контролировать не только расход топлива, но и качественные показатели. На торжественном открытии побывал и наш корреспондент. Сейчас мы находимся на границе с Осетией. Здесь еще в августе прошлого года было начато строительство новейшей газоизмерительной станции. И вот сегодня ее торжественное открытие. Прежде чем разрезать красную ленту, руководство Чечен-Газпрома вручило благодарственные грамоты и ценные подарки сотрудникам строительных организаций, тем, кто непосредственно принимал участие в масштабном строительстве ГИС. Не каждый заказчик понимает проблемы строительства. И я благодарна вам, Ламали Вахидович, лично за все те добрые слова, то понимание, которое вы оказали нам при строительстве. На торжественной церемонии открытия присутствуют представители правительства и районное духовенство. Прочитав дуа, гости осмотрели комплекс. Да будет газ. Мечты сбываются. Теперь за газ будем платить по самым точным расчетам. Говорят собравшиеся. Газоизмерительную станцию строили специалисты со всей России. وقع أرستانتي ويجو يشر هندا جتخ لولا بوش بول وي كونترا جنش أوكسار трансгаз Ставрополь, Дагестанцы постоянно спорный вопрос, который هندا цер гиш за пределы республики, иш серия цар гейтнил показания цар халуше гукар хаисер так и разница войнисер. Новая станция оснащена самым современным оборудованием. Здесь все автоматизировано. Управление идет с главного компьютера. Эти краны открытые, зеленые. Байпасные закрытые, красные. Пора закрытие, не важно, струна. То же самое. Пора на хроматограф, вот что надо вязать. А все начиналось так. Песчаная почва и знойное лето. На первых порах условий для строительства не было. Но работы шли полным ходом, в 2 смены. Строители уложились в срок. При строительстве было пройдено множество этапов. Установка входных-выходных коллекторов, установка измерительных трубопроводов. Все это требовалось выполнять достаточно точно на высоком техническом уровне. Особенно учитывая то, что все эти работы производились на действующем магистральном газопроводе. Для точного учета газа необходимо контролировать весь так называемый компонентный состав потока в трубе. Давление, температуру, влажность и плотность. Газ далуш как подающая сторона, он гис яха ягри, что его бата двинда. Арчо юж мировой республики. Ар угар шун магарда, она хазнеясен чо
современное оборудование. Вот, шаш бахка бахка, Москва бахка, хайсна комиссия лела около. У шаш цвет было иштер. А окаяш был специализированное предприятие. Предусмотрен блок автоматики на измерительных трубопроводах, где будет определяться объем газа с помощью высокоточных измерителей. Данный узел позволит точно оценить объем потребления газа Чеченской Республики и снимет многие вопросы спорные, которые возникают между республиками. Кроме того, есть лаборатория контроля, где измеряют влажность. Предусмотрено все необходимое для учета транзитного потока газа. Все документы уже подготовлены, акт ввода в опытно-промышленную эксплуатацию есть, имеется, согласовано с руководством единой газотранспортной системы, поэтому проблем у нас в дальнейшем, я думаю, не будет. Но важно еще и тот факт, что у нас очень удачно выбрано место. Магомед Асхабов самый молодой среди персонала. Он выпускник Грозненского государственного нефтяного университета. Прошел практику на отлично. Вся газоизмерительная станция располагается на площади в 1,5 гектара. Планируют построить подъездную дорогу. Ахмед Джабраилов, Стамир Хаджиев, Ивах Гантаев. Новости. Несчастный случай на дороге, вот уже 4 месяца Адам Ченкаев проходит лечение. Семья осталась в затруднительном положении, средств на лекарства стало не хватать. Супруга пострадавшего от безысходности обратилась в общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики. Помощь, как всегда, не пришлось ждать долго. 5-летняя Расул и 3-летняя Жанна пока не понимают всю серьезность происходящего. Брат с сестрой помогают подносить лекарства папе. Адам Ченкаев вот уже 4 месяца проходит лечение. За это время он перенес 3 операции. Травму он получил в результате аварии. В феврале этого года после работы Адам возвращался домой. Друг предложил подвезти. Была зима, и водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Постоянного дохода у семьи не было. Адам перебивался случайным заработком. После несчастного случая супруга пострадавшего решила обратиться за помощью в общественный региональный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ответа семье ждать пришлось недолго. Адама до сих пор беспокоят полученные травмы. Приходится постоянно давать обезболивающие и перевязывать раны. هنز أسترني دخل شغل آخريات تجيم تجيدان هنزيو زانوا إتشونش كيجي إتيشتو يو تعجي تغدي إشتوتو أسترني هنز تغن قان دوت بوششت تعدغ أتو بوششت هر أيس عيد ليجش شو أيس كيختشتل ألدل تعوخ نونا وسط سين خير دستي بوشون كويش أشيرسو هرسون حقيقي ديريز خل. После сложных операций Адаму предстоит курс лечения. Семья собирается выехать на обследование в Астрахань. Расул с Жанной надеются, что папа скоро выздоровеет и родители приедут домой с хорошими прогнозами врачей. Элина Дадаева, Халид Маусаев и Джамал Эль-Хаджалиев. Новости. Буквально накануне на Теречном районе завершились поиски утонувшего подростка. Этот случай, когда отдых заканчивается летальным исходом, в 2013 году не единственный, признаются спасатели. Основная причина – несоблюдения мер безопасности. Проблемы купального сезона обсудили и на заседании комиссии правительства республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подробнее Алхазур Керимов. Уже 3-й сутки здесь дежурят спасатели. 15-летний Усман Джабраилов после экзамена решил искупаться в реке Терек, но так и не смог выбраться на берег. В поисках утонувшего задействованы силы МЧС, поисково-спасательный отряд, пожарный гарнизон и даже сотрудники полиции. На помощь к родственникам мальчика пришли и местные жители. Поиск ведется днем и ночью. С первого дня привлечены 3 лодки. Они постоянно в целях, чтобы поднять мальчика, перемешивают дно. И по всему периметру, вплоть до Подгорного, это километров 10-7, выставлены посты. После долгих совместных поисков и ожиданий тело мальчика было обнаружено в 7 километрах от того места, где он утонул. Этот случай уже 4-й с начала этого года, когда за весь 2012 МЧС было зарегистрировано всего 5 подобных происшествий. В основном жертвами стихии становятся подростки. Отдыхающим необходимо соблюдать все меры безопасности. Беспечность зачастую приводит к плачевным последствиям. Но ребят в знойную погоду ничто не останавливает. Ни низкая температура воды, ни сильное течение. Сейчас, учитывая вот этот
накал, резкий рост, там нами приняты экстренные меры, значит, даны указания всем подразделениям Министерства по чрезвычайной ситуации, вот Главного управления, в том числе и рекомендательные письма направлены органам местного самоуправления, чтобы организовать посты на местах неорганизованных мест купания, провести разъяснительные работы, значит, обезопасить каким-то образом людей. Проблемы купального сезона обсуждали сегодня на заседании комиссии правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению противопожарной безопасности на территории Чеченской Республики в актовом зале МЧС под председательством Мусы Дадаева. В нашей республике много частых водоемов, на которых и вовсе отсутствуют стационарные посты со спасательными бригадами. В своем докладе заместитель начальника Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Мухтар Арцуев поясняет, за безопасность проведения досуга в местах отдыха в полной мере должен отвечать сам хозяин водного объекта. То же самое, значит, муниципальное образование отвечают за безопасность на своих территориях, в местах организованных, неорганизованных местах, отвечают за безопасность людей. Этот план требует, чтобы на каждом водном объекте, где ходят дети, где люди отдыхают, должны дежурить представители администрации, представители, то есть участковые инспектора. Там должны дежурить, то есть где массовое место, там должны быть временные стационарные посты наблюдения. Для решения данной проблемы нужно наладить взаимодействие всех служб. По итогам встречи председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Дадаев дает указание усилить работы. Больше внимания нужно акцентировать на информировании населения, ведь невнимательность взрослых – одна из основных причин подобных трагедий. Алхазур Керимов, Мусим Типаев, Ваха Кантаев. Новости. Нежданные и даже более того, нежеланные гости постучались в двери неплательщиков Шалинского района. Сотрудникам рейдовых мероприятий приходится нелегко. Реакция должников непредсказуема. Но есть и те, кто знает свои обязанности и относится к проблеме с пониманием. Подробности в репортаже Мадины Гишлеркаевой. Платить должны все. С таким лозунгом во всех населенных пунктах Шалинского района проводятся рейдовые мероприятия по плате задолженности по газоснабжению. Местная администрация совместно с Федеральной службой приставов выезжает по адресам жителей, которые, несмотря на судебное решение, продолжают уклоняться от уплаты. И таких дел более 100. Контролеров неплательщики встречают по-разному, не обходится без спорных моментов. Некоторые утверждают, что они не имеют никаких задолженностей, но квитанции об уплате предъявить не могут. А другие вовсе уверяют, что не пользуются газом. Но в итоге все обещают погасить долги в ближайшие дни. На сегодняшний день долг Шалинского района за коммунальные услуги составляет более 1 миллиарда рублей. В связи с этим работа по взысканию задолженности проводится не только визитами к должникам на дом, но и на дорогах. Сотрудники отдела МВД останавливают водителей и здесь же проверяют на наличие задолженности. По базе данных были проведены мероприятия, и при этом было выявлено около 10 должников, как минимум, на данный момент. Сотрудники коммунальных служб призывают население проявить сознательность, ведь эта проблема касается всего региона, а значит и каждого его жителя. Откладывая дело в долгий ящик, жители только осложняют ситуацию. Мадина Гишлеркаева, Заур Магомадов. Новости. А сейчас время рубрики «Часовое». О событиях в стране и в мире нам расскажет моя коллега Марьям Керимова. Наводнение, ликвидация его последствий продолжают определять в эти дни жизнь граждан ФРГ в целом ряде районов страны. Прежде всего, расположенных в бассейне Эльбы. В эпицентре стихии в настоящее время находится Саксония-Анхальт, где прорвало плотину, в результате чего около 500 человек были вынуждены покинуть свои дома. Не могут вернуться в свои дома и жители Баварии. Округ в результате разлива Дуная фактически превратился в остров. Президент России подписал изменения Воздушного кодекса России, разработанные в целях обеспечения инвалидам и другим лицам с ограничениями жизнедеятельности беспрепятственного пользования воздушным транспортом. В соответствии с действующими нормами перевозчику предоставляется право в одностороннем порядке расторгнуть договор воздушной перевозки пассажира, если состояние его здоровья требует особых условий перевозки, либо угрожает безопасности самого пассажира или других лиц, что подтверждается медицинскими документами. Законом также устанавливается требования к оснащению воздушного
воздушных судов техническими средствами, обеспечивающими доступность воздушных судов для людей с ограниченными возможностями. Москва занимает 5-е место в списке самых дорогих городов для высокооплачиваемых иностранных специалистов по результатам исследования консалтинговой компании International. Первую строчку рейтинга заняла столица Норвегии Осло, впервые за 3 года сместив верхние позиции Токио. Норвегия – один из самых высоких уровней жизни в мире, благодаря доходам от добычи нефти. В десятку также вошли Токио и швейцарские города Цюрих и Женева. Парижская полиция запретила проводить праздник, во время которого должны были продаваться колбаски из свинины и алкоголь. Мероприятие должно было состояться в столичном квартале Гудор, где проживает большое число мусульман. В полиции обосновали свой запрет тем, что праздник мог быть расценен как провокация. Федеральная трасса Ростов-Баку в скором времени расширится еще на 2 полосы. Магистраль реконструируется по федеральной целевой программе. Все работы планируется завершить уже к концу года. Элина Дадаева с подробностями. В любое время суток на этом участке дороги кипит работа. Выравнивают и засыпают гравием. Дорожники подготавливают основание под асфальт. Строительство начато в середине марта. За короткий срок 30% от общего объема работ уже выполнено. Если здесь подготавливают основание под будущую дорогу, то чуть дальше специалисты уже укладывают асфальт. Всего около сотни рабочих и необходимая техника. По словам специалистов, некоторые неудобства доставляют водители лихачей, которые, несмотря на расставленные знаки, не дают спокойно работать. Федеральная трасса, проходящая через республику, составляет 120 километров. До сих пор она была двухполосной. После ремонта расширится еще на 2, что поможет разгрузить трассу. Больше 20 километров полотна уже заасфальтировано. По окончании реконструкции будут установлены все необходимые дорожные знаки. Махмуд Башигов дорожным мастером работает больше 10 лет. Здесь он отвечает за качество укладки асфальта, поэтому внимательно измеряет длину и толщину дорожного полотна. После укладки оно должно составлять 7-8 сантиметров. Асфальт, толщина, ширина, укладка, стандарт соблюдать еще قلداري تنهمادات تدانا время. Чазали четко, садовок, что болбеш. Главный инженер здесь частый гость. Сулим Абдулкадыров внимательно смотрит, сверяет, выявляет недочеты. Говорит, работы выполняются с опережением графика, пока ремонтируется правая сторона дороги. В данный момент на 5-6 километре правая сторона расширяет еще белосбешток. Что-то хол халха асфальт بالبوخ بشه زين полотно يشه غيرني основание يشه بيونش основание يشه تلحال بيش بلش بيش كيبريجات شو تلحال حال دايوش يا حي شغل полоса على ليوي أول يش искусственный сооружение يش труб يش هايوش كيبريجات شو Дорога ремонтируется по федеральной целевой программе. Все работы здесь планируют закончить к концу года. Элина Дадаева, Таймир Хаджиев и Джамиль Ахмадов. Новости. Сотрудники Астраханского центра сердечно-сосудистой хирургии посетили Чеченскую республику с дружеским визитом. За профессионализм и самоотверженный труд главный правозащитник республики Нурдин Ухажиев отметил наградами выдающихся врачей. Лечебное учреждение имеет федеральный статус, куда по специальным квотам направляют больных Северо-Кавказского округа. Зендис Асламбеков продолжит. Астраханский центр сердечно-сосудистой хирургии уже давно завоевал доверие чеченских пациентов. Сюда ежегодно обращаются сотни человек. Права пациентов на получение профессиональной медицинской помощи здесь соблюдаются на высшем уровне. Это недавно отметили представители уполномоченного по правам человека в Чеченской республике. Они поблагодарили врачей за спасенные жизни детей и взрослых. Огромное большое человеческое спасибо вам от всего чеченского народа, от всех жителей Чеченской республики за все добро, за ту радость, за счастье, которое вы приносите семье. От имени уполномоченного правозащитники наградили главного врача. Астраханский центр имеет федеральный статус. Сюда по специальным квотам направляют больных Северо-Кавказского округа. Представители Государственного правозащитного института совместно с руководством представительства главы республики пообщались и с пациентами из Чечни. Все они не скупились на слова благодарности. Условия в центре для больных самые лучшие. Мы видим, какой национальный интерес у людей, какая у них ответственность в отношении своей нации.
этому надо учиться. А это уже сегодняшняя встреча. Омбудсмен Нурдин Ухаджиев отмечает наградами врачей центра, которые находятся в Грозном с рабочим визитом. Кроме благодарственных писем, одному из медиков вручили медаль за защиту прав человека. После торжественной части гости обсудили с уполномоченным ситуацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями жителей республики. Врачи, например, предлагали рассмотреть возможность открытия в Грозном филиала Астраханского центра. Мы пока что еще популярны среди жителей Кавказа, среди жителей Чеченской республики. В нашей клинике ежегодно оперируется около 600 человек. Это очень здорово, что в республике уделяется очень много времени, очень много, большое значение здоровью людей. Астраханский центр сердечно-сосудистой хирургии называют молодым и амбициозным учреждением. Сегодня здесь работают 700 врачей. За последние 3 года они провели около 12 тысяч хирургических операций. Нурдин Ухаджиев подчеркнул, что глава республики уделяет большое внимание здоровью населения, а награждение врачей продиктовано благодарностью жителей за их профессионализм. Зенис Асланбеков, Заур Магомадов, новости. В Грозном стартовал чемпионат по редкому виду боевых искусств «Комбат-самооборона». Он организован региональным советом экономической и общественной безопасности в преддверии Дня России. В соревнованиях принимают участие представители разных возрастов. Имена победителей станут известны уже завтра. Адлан Дудаев продолжит. 15-летний Ахмед Усенов из села Гойское уже 5 лет занимается боевым искусством комбат-самообороны. Основной удар в схватках Ахмед делает на удары ногами, отработанные в ходе тренировок. Признается, что у него большие планы на будущее в этом виде спорта. Мечта какая у тебя в своем спорте? Чего достичь хочешь, мечта? Олимпиаду выиграть. До Олимпиады еще далеко. На региональный чемпионат по комбат-самообороне в столичном спортивном зале имени Белемханова собрались больше 200 участников со всех районов республики. Возраст спортсменов от 6 до 35 лет. Республиканская федерация по этому виду спорта образована всего 2 года назад, но уже успела завоевать популярность у молодежи. Ребята очень заинтересованы. Почему? Потому что здесь ребята испытывают себя не только в одном стиле ударной или борьбы. Они в разных стилях здесь себя могут испытать. И как в ударке, так и в борьбе. В чемпионате участвуют спортсмены всех весовых категорий. Причем виды боев комбат разделены на 3 технические разновидности. Фри для детей, сейф для юниоров и микс-комбат более сложный для взрослых. Чемпионат проводится на кубок секретаря Совета экономической и общественной безопасности республики. Дело в том, что вот такие мероприятия проводятся для подрастающего поколения, чтобы у нас выросли сильные, мужественные дети. Это наше будущее, это наше достояние и гордость народа. Республиканский чемпионат по комбат-самообороне разбит на 2 дня. Первый для детей и юниоров, а второй для взрослых участников. Летом этого года лучшие смогут принять участие в чемпионате России по боям комбат. Адлан Дудаев, Булат Абдулмуслимов. Новости. И в конце выпуска еще раз напоминаю, объекты исторического и культурного наследия из разных регионов страны продолжают борьбу в рамках проекта «Россия-10». С момента начала интерактивного конкурса почти 750 тысяч жителей России проголосовали за центральную мечеть Грозного. У сердца Чечни есть все шансы стать одним из символов страны, но для победы важен каждый голос. Так что не забывайте посещать сайты 10russia.ru и 10 России. У меня на этом все. Спасибо, что были с нами. Олег Левишев.